на сцену. Аплодисменты. Аплодисменты. Ну что ж, дорогие друзья, вот наши музыканты. Прошу, присаживайтесь, да. У нас за фортепиано у нас Анна Антипина и Максим Максимов. Ну, а главная персона у нас, конечно, Чинара Гусенова. Чинара Гусенова. И сейчас прозвучит первая песня с очень поэтичным названием. Джанова, душа моя. Эта песня, как я понимаю, из общения с Чинарой, когда она объясняла, это песня восхищения. Восхищение своей подругой, восхищение своим другом. Это восхищение при общении двух людей. Один взгляд твой для меня уже награда, подарок. Вот эта мне строка особенно понравилась. Итак, джентльмен, Чинарский, пожалуйста.
Видите, друзья, как приятно видеть свою ученицу, свою студентку с таким успехом. Аплодисменты. Я вспоминаю, как мой отец говорил: плох тот учитель, ученики которого не превосходят его. И еще, плох тот ученик, который ничему не научит своего учителя. Так вот, читайте. Спасибо тебе за вот эти уроки замечательные, потому что я этого не знал. Это изумительный пласт культуры, с которой я не был знаком. И еще, друзья, согласитесь, как-то необычно для тех, кто знает курдскую музыку, вот так вот сейчас слушать ее в каком-то таком, ну, концертном, академическом звучании. Я видел, как волновались музыканты, особенно Чинара, перед этим концертом, потому что они решили вынести курдскую музыку, в принципе, народную, на академическую сцену. А это другие условия. И вот эти обработки для двух классических европейских роялей, а затем будут и другие, очень интересные аранжировки, они, конечно же, звучат не в традиции народного этнического творчества, но, как это интересно, ведь музыку создает народ, а художники ее только аранжируют. Ну что ж, давайте перейдем дальше. Шевчук. Ушла ночь. Почему так быстро ушла, говорит поэт, говорит влюбленный. Я так расстроен, я так ждал. Почему эти мгновения встречи стали такими короткими? Типичная влюбленная лирика. Итак, Шевчук.
этой эстрады. Цветы, 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 конечно же, вместе с аплодисментами. Давайте, запомнил это аплодисментами. Интересная песня сейчас будет звучать. Я не знаю, есть ли народ, у которого нет воспевания этого персонажа. Голуби, голубки. Кярики по-горски. Она очень пестрая, она в каждом куплете будет разная. Но, в общем, это та птичка, которая олицетворяет, в принципе, ведь мир кярики. Прошу.
более 60 миллионов, друзья. А я в интернете взял сведения, что к концу 20 века их насчитывалось всего 1,5. То ли подсчет был скромным, то ли курды так хорошо размножаются, но в любом случае это замечательно. Спасибо за эту записку, спасибо за эти сведения. Это очень приятно. Очень приятно. Я думаю, что это даже заслуживает аплодисментов. А вот следующая песня очень интересная. Она мне очень понравилась. Сипана Халата. Сипана – это гора в Афганистане. Так скажем, Арарат, Афганистан. А горы на востоке считаются вообще символом величия и оберега, прибежища, спасения. Окопы в тяжелые годины всегда находили убежище в горах. И вот воспевание этой великой горы, с которой открывается такой прекрасный вид на родной Курдистан. Воспевание этой горы, конечно же, заслуживает и хорошей мелодии, а в данном случае интересной обработки. Понимаете, это звучит не народная вроде бы музыка, но звучит как ненародная. Но еще раз повторяю, замечательная фраза. Да, музыку создает народ, а художники аранжируют. И обратите внимание, как прекрасно эти народные мелодии, народные, звучат в этой аранжировке, на этой академической сцене, в этом академическом зале. Сипана Халата. Hem luram şa Kurdistane
чувствуется его рука аранжировщика, пианиста замечательного, ну и Анна. Великолепный получается фортепианный дуэт, который вдохновила Чинара. Максим, Анна, заслуживают. Композиция и великолепная аранжировка. Ну, что ж, продолжаем. Здесь много говорить не стоит, о чем поется в народных песнях. О родном доме. А по-русски это будет «Малый Ой, дом». Прошу, начинать. Спойте нам про свой дом.
Большое спасибо, что пришли. Вадим Каримович, присаживайтесь, получите явно удовольствие. Огромное спасибо за то, что пришли. Большое спасибо. Вы украсили этот вечер, и вообще стало еще светлее. Спасибо. Светланочка, а Саид Тиборович, который здесь? Здесь. Саид Тиборович. О, замечательно, спасибо вам большое. Саид Тиборович Чекуев, он является председателем Совета общественного согласия Илийского района, он депутат Илийского района и председатель этнокультурного центра. Я думаю, что сегодняшняя встреча с таким достижением культуры будет вам хорошим козырем в работе с публикой. Да? Ну и еще у нас Гусейн Айлазович Сулейманов должен быть председатель Совета старейшин. Вот что его есть здесь, да? Прекрасно. Председатель Совета старейшин Республики, Ассоциации старейшин. Кстати, организатор шефской работы, такой старейшин по воспитанию молодых кадров. Такая нужная, необходимая работа, великолепная. Я думаю, что подобные вот концертные программы вам будут хорошим подспорьем в этой работе воспитания. Ну и так, идем дальше по программе, а у нас сейчас последняя, так сказать, песня вот этого, скажем, ну, отделения цикла, в которой представлены аранжировкой для 2 роялей. Вот. Это песня «Ля Гульнара». Интересная вещь. Я вдруг узнал, что, оказывается, если верить интернету, то с 21 по 91 год прошлого века ведь турецким правительством был запрещен курдский язык. И даже имя Курдистан было вычеркнуто как бы из истории, но сейчас снова родилось, обрело новую жизнь. Но народ все-таки продолжал думать, лелеять эту надежду восхваления своей родины. И вот родилось слово «Гулистан», синоним Курдистана. И вот эта песня «Ля Гульнара», она печальна, она грустна. В ней даже слышится и боль, и слезы мамы. Порой прекрасно не только то, что очень весело, порой еще прекраснее то, что затрагивает тончайшие струны сердца и души. Ля Гульнара. Можно еще одно слово сказать? Это не просто песня, это песня «Море слез». Она посвящается всем убиенным женщинам курдским. Это «Море слез». Это не песня, это «Море слез». Derde dilime mi kor
Сейчас мне преподнесли книгу, которую я должен передать тебе. Эту книгу написал известный публицист, поэт Арис Абдурахман. А преподнесли ее тебе, преподносят как самым добрым же пожеланием звезде курдского народа, уважаемый Чинари, от сыновей Саладина и Фахруддина. Пожалуй, это дороже всех цветов, всех преподношений. Спасибо. Огромное спасибо, большое спасибо, это для меня большая честь. Книга — это богатство. Книги — это наше наследие. Читайте побольше наших книг. Нужно много узнать. Нужно очень много прочитать. Большое спасибо, огромное спасибо. И я хочу всех сейчас поблагодарить, всех тех, кто пришел в эту непогоду. Огромное вам спасибо за то, что вы пришли. Сейчас вы можете немножечко отдохнуть, сместиться, Анночка. Вот, потому что нужно сделать здесь для музыкантов некоторую перемену, а мы можем, собственно, и не расходиться. Но, в принципе, можно сделать антрактик, только не так, как я обычно объявляю в симфонических концертах. Антракт 5-10 минут. Это имею в виду 5-10. Ко мне подходит с возмущением. Занимайтесь своим делом. Да? Мы с возмущением говорим, как Юрий Петрович, 50, почему так много? 5-10 минут. Но я хочу вот еще сказать, друзья. Мне встретилось здесь интересное имя. Да, можно, особенно, что дети есть, может быть, кого-то, если это ребятишек нужно вывести сейчас. Сделать такой свободу.
друзья, я со своим музыковедческим, так сказать, пристрастием должен заметить, что это ведь великолепное привнесение в евразийскую эстраду. Такого еще не было. Такие прекрасные мелодии, столь необычные для эстрады и так великолепно аранжированные, что это заслуживает просто отдельных аплодисментов. А сейчас к нам присоединились, значит, саксофон Александр Ельцов, Ершов Антон, гитара и Станислав Ни, ударная установка. И прозвучит сейчас несколько неожиданно, может быть. Мне это самому показалось неожиданным, но очень приятно. Ведь Чинара, ее родина Казахстан, она куртка. Но родина Казахстана, поэтому она, конечно же, не может отдать дань любви, почтения казахской песни. Великий Абай Козырдын Карасы. А я должен заметить, друзья, что Козырдын Карасы — это ведь перекликается известный русский роман с Карией Главским. Вот это русское, казахское, курдское. Все очень близко, все очень понимаемо, нужно только желание, нужно только открыть сердце, открыть душу, и эта музыка войдет в наши сердца. Эта песня, она своего рода талисманом всегда для меня была. У меня было очень много концертов за пределами моей родины Казахстана. Мы очень часто просили эту песню на бис в Стамбуле, в Европе. Тоже вот была практика в Ереване, в Тбилиси. Я все свои концертные программы открывала с этой песней. Невозможно ее не включить сегодня. Ее все поют, но мы тоже ее споем, позволите. Спасибо. Спасибо, замечательно.
все-таки оригинально. Мне представляется, что вот саксофон сопрано, он где-то, с одной стороны, привносит джазовые элементы, а с другой стороны, он настолько близок к курдским тембрам, курдскому колориту, что получается великолепное сочетание. Казымлин Карасы была рождена под впечатлением, под непосредственным вдохновением от русского романса Абая. Звучит здесь русский романсный стиль. А с другой стороны, сегодня, поздравляю, а сегодня эта песня прозвучала ну, совершенно, я такого еще не слышал, вот в такой аранжировке, чтобы звучала песня Абая, я бы сказал, не просто джазовой аранжировки, а именно в какой-то такой курдской аранжировке. Ну, итак, следующая песня, она несложная, я не буду о ней особо разглагольствовать. Шакирия – это имя, имя возлюбленное. А что можно о возлюбленной? Только с любовью говорить. И говорить с этим особым настроением влюбленности. Шакирия. Очень мне приятно было ее увидеть и понять перевод и предназначение ее. Называется она «Узин инже бир Йолдае». А посвящена она курдами своим турецким братьям. Вот да. Так. В зале у меня очень много моих друзей, которые меня искренне любят и всегда поддерживают. И двери их домов всегда открыты для меня. Это называется братская дружба. Зулечка, спасибо, что пришли, что поддержали. Огромное вам спасибо. Замечательно. Сил не хватило всех турков пригласить. Так бы все пришли, зал был бы полный. Uzun ince bir yoldayım.
Чинара утверждала, что вот следующую песню, друзья, знаете вы все. Почему? Потому что она посвящена и повествуется о том, о чем мы мечтаем, но что не всегда осуществляется. Знаете, как парней так много холостых, а вот я почему-то люблю женатых, запретная любовь. Шамалы. Естественно, такая тематика очень привлекает и вызывает особое отношение, особую страсть. Итак, Жамал – это имя, ну и посвящена она запретной любви. Ну да, запретная любовь. Влюбился в чужую сноху. Ну, конечно, запретная. И наоборот. Чужого зятя. Вот такая песенка получилась. Ну что ж, Чинара, поздравляю. Это действительно получился евророссийский такой союз. Своеобразный, согласитесь, потому что в эстраде подобного я не слышал. Даже как-то настороженно воспринимал эти мелодии в такой обработке, а тем более в первой части, в классической аранжировке для двух роялей, но ведь это действительно интересно, это действительно добротно, это классика.
Классика настоящая, та, которую создает народ. Художники аранжируют. Ну что ж, мы благодарим Чинара. Юрий Петрович, у нас здесь есть очень уважаемый человек, и без его благословения, без его теплых, хороших слов мы не можем закрыть концертную программу. Это Надир Каримович. Да. Надир Каримович, идемте к нам. Без вас никак. Дорогая Чинара, дорогие родственники, друзья, я могу говорить и на казахском, и на курдском, чтобы было коротко, скажу на русском. Я думаю, что это исторический день в истории курдов Казахстана. Насколько я помню, вот я с 1937 года живу в Казахстане, первый раз за эти годы, 75 лет, в таком прекрасном здании государственном, казахская филармония имени Джамбула, звучит курдская песня в лице нашей красавицы, патриотки. Причем она многогранная, она не только поет, она и многое другое делает. И, к сожалению, мало что людей курдов, но есть не курды, вот со мной, проявил огромный интерес к курдской культуре, пришел выдающийся ученый, крупный государственный деятель, Бахшат Турсун Жумакулов сидит. Экс-министр образования и науки, первый заместитель председателя партии Нур-Отан, заместитель Нурсултана Абишевича Назарбаева, многие государственные посты, великий ученый, ныне президент Национальной инженерной академии. Проявил огромный интерес, говорит, послушай. И сидит, говорит, великолепно. Так что это тоже история. Я думаю, что первый министр, первый государственный деятель, первый ученый, который посещает, слушает курдскую музыку вот в этой. Я Бахшат Турсуновичу в ухо пошептал еще другой твой секрет. Она автор программы «Антиплагиат» на казахском языке. На казахском языке она разработала программу «Антиплагиат» для проверки дипломных работ студентов, магистров, докторских диссертаций, PhD. И она внедряет эту программу в высших учебных заведениях Казахстана. И она еще в Казахстане многое делает. Так что мы с такой дочерью нашей должны гордиться. И я прошу передать, если как другим курдам, если услышите, что Чинара где-то поет, я очень хотел бы был аншлаг. Да и я рад еще тем, что ведущий очень известный музыковед, очень известный, прекрасный музыковед истории казахской музыки, русской музыки, великий Раев. Это прекрасный ансамбль. Это все история. Я думаю, что этот день мы должны записать в истории развития курдской культуры в Казахстане. Мы с гордостью говорим, мы курды, казахстанцы. Вот у меня есть такая большая книга, так и называется. Мы гордимся. Мы знаем, где как живут курды. И все нам завидуют. И только в Казахстане могли бы создать условия в таком великолепном зале. Такая прекрасная наша девушка Чинара поет.
Мы за это благодарим главу нашего государства Нурсултана Назарбаева, великого нашего друга казахского народа. И я думаю, вот этой возможностью нам надо воспользоваться, дальше создать условия для развития курдской культуры, вот в частности в лице Чинары. Тебе счастья, здоровья. Спасибо. Петрович, вы меня извините, что я вмешиваюсь в вашу работу. У нас здесь в зале очень уважаемый Аксакал, он председатель Совета старейшин, Сбербанк, Ассоциация диаспора. Апельсин, Чангрия Бежи. Я забыл сказать, к сожалению, многие руководители нашей ассоциации находятся в командировке. В частности, князь Ибрагимович очень хотел быть здесь, он на сегодня находится в уральской командировке. Ширин Алиевич находится в Усть-Каменогорске. Но так совпало. Вот мы с Бахчан Турсуновичем были на одном очень важном мероприятии. И после того, как нам дали слово, мы тут же тихо-тихо, я очень благодарен, Бахчан Турсунович, вам, что вы там оставили, нет, пойдем Чинару слушать. Вот, так что многие случайно разъехали, поэтому ты должна... Но это же не последний концерт. یادی خوش برای گستر سرا سرجواده ایلو برنامه خیزام چینار راستیجی نا درگنی سرباشه گش گرکی روژه ایلو نکن بین ارزالا سه چهارصد گره حضه آقا جماعت روشتا هم سرکرتیم اتخاذن خوشوخی چینار را اساجی آب نادر چه هیا چه لازم بود خودی جان حساب بختور به آب ندر آب نادر دام Asosasyon üzerine verem, disasyon asosasyon, am pămărat gün, am piozat gün, roja ilo barnamata, iyi kolektivă tamamie, poate am de să baş, can sağıyı bırakmadı. Jilay vam krep ko zarva şahse bırak paluç. Period çıkar bize var. Вы знаете, друзья, Саид, мне у лично... нас здесь очень уважаемый человек, депутат Илийского района, про него тоже не забудем. Сейчас, секундочку. Мне, например, даже не надо было перевода. Мне очень понравилась вот эта мелодичность, музыкальность курдского языка с этакой еще хрипотцой. Спасибо. Прекрасно. Маэстро, спасибо, что вы сегодня так действительно красиво все описали, все те тексты, которые Чинара со своими коллегами, с вашим коллективом, они так... Максим Максимов, это костяк нашего коллектива, это художественный руководитель, это мой шеф, можно сказать. Спасибо вам всем. Честно сказать, после Надир Каримовича бы не соизволил выступить, но так как я представляю район, как половина населения с нашего Илийского района, я также являюсь председателем Совета общественного согласия Илийского района. Накануне 25-летия независимости нашего Казахстана, Чинара, спасибо, что действительно вот так красиво, вот этой мелодией, как наш маэстро сказал, в евразийском стиле и курдскую музыку, и казахскую песню, и турецкую, ты преподнесла такой большой, красивый, хороший подарок. Что я хочу нашим братьям пожелать, нашему курдскому этносу, проживающему в Казахстане. Брат от нашей сестренки Чинары, пример. Чинар, что я еще хочу тебе выразить? Прими наши извинения, что ты у нас есть такая, а мы такие пассивные. Ничего страшного. Большое тебе спасибо. У нас планируются другие концерты в Москве, в Стамбуле, Ну, в Лондоне. Мы уже ведем переписку, переговоры, скорее всего. Чинара, будет мы это, сегодня... но мы решили у себя дома сначала. Да, мы сегодня за Алмату говорим, но тебе большое спасибо. Действительно, ты сегодня показала, что можно сделать низкий поклон
курдским девушкам, таким как ты. Те девушки, которые действительно помогают жить курдской музыке, курдской культуре, той дружбе, которую ты несешь в своих песнях. Всех с наступающим 25-летием. Дай Бог, чтобы, я всегда говорю, те цветы, те запахи казахской степи, дружбы, многонациональности, толерантности, многоэтничности, чтобы эти запахи передались другим государствам, которые не дают процветать. Тот запах мира, любви, чтобы он развился во всем мире, чтобы все брали от Казахстана пример, чтобы можно вот так красиво жить, поднимать культуру друг друга, любить друг друга, уважать друг друга. Спасибо тебе. Ну что ж, дорогие друзья, естественно, мужчины меня поймут, но мне хочется отдельно выразить благодарность Анне. Это классическая пианистка классического стиля, но когда она берется за подобные, так сказать, эстрадные вещи, а тем более за этническую мелодию другого народа, она начинает звучать, эта мелодия, поистине классическая. Спасибо, Аннушка. Спасибо, друзья, вам. Этот сопрано, это настоящий курдский инструмент, оказывается. Но самое главное, кто создает музыку, друзья? Вроде бы композитор. Нет. Музыку создает, конечно же, музыкант, играет. Нет. Музыку создает слушатель. В сердце своем, триединство, композитор, исполнитель, слушатель. И невозможно разрушить этого триединства, как художник, вернисаж, зритель, как писатель, издание, читатель, так и здесь композитор, исполнитель, слушатель. И вы являетесь творцами этой музыки, потому что без вас она бы не звучала. Спасибо вам, друзья. Спасибо. Всего доброго и до новых встреч, я надеюсь, курдская музыка в больших залах. Всего доброго.